Сегодня, в 21 веке, в третьем тысячелетии, мы имеем возможность говорить на многих языках. Мы имеем возможность черпать достояние культуры и искусства многих народов. Но как бы то ни было, в первую очередь, любой человек, он обращается первыми словами на языке своей мамы, на языке своей матери. Конечно, родной язык для любого человека является основой его существования, основой его самоопределения, самопознания. Ведь без языка не бывает культуры, а без культуры не бывает человека. Одна из задач, которая стоит перед высшими образовательными учреждениями гуманитарного направления, состоит в развитии русского и родных языков. Первый международный симпозиум «Эпос Урал-Батыр» в 21 веке. Практики пользования, принципы народоведения, языковой традиционной культуры и сказительского искусства имеют очень актуальное, даже историческое значение. И мы надеемся, что это будет продолжающийся симпозиум. Он очень хорошо принят в руководствующих органах и нашими коллегами. Основные задачи его – изучить, открыть потенциалы эпоса, как можно внедрять практики пользования, воспитания, образования, традиционную культуру, как развить аутентичные традиции сказительского искусства. Потому что эпос, он не живой, он не активирован, если он не исполняется. Открытие в Башкирском-университете имени Мифтахиддина Акмуллы научно-исследовательского центра башкирского фольклора – это явление закономерное, ожидаемое и очень актуальное. И в этом плане несколько направлений будут работать, как научно-исследовательское методологическое изучение, совершенствование поисковых навыков студентов, навыков изложения материала, собирание, участие в экспедициях, а также непосредственно будет иметь место один из главных компонентов постижения народного творчества – это умение исполнять. Не только знать, читать, но и уметь исполнять. Вот в таком погружении человек, индивид, студент обретает те ценности, которые ни одна литература, ни один преподаватель даже может не дать.